Ждрис-дриш, трис-триш, ждрис-дриш, трис-триш, ждрис-дриш, трис-три, ля-ля-ля-ля. Приветствую вас, дамы и господа, с вами Юлия from Казахстан, и мы продолжаем учиться читать по-казахски. Ханымдар мен мырзалар, камераның алдында Юлия from Казахстан. Итак, погнали. Сегодня у нас с вами на повестке дня новое интересное словосочетание. Анонимное обращение. Как же это будет по-казахски? Иесі көрсетілмеген өтініш. Иесі көрсетілмеген өтініш. Иесі көрсетілмеген өтініш. Давайте скорее научимся это читать. Итак, первое слово. Ие, иесі. В общем, читается все так, как написано в алфавите. Как прочитать палочку с точкой в конце этого слова? Это нечто среднее по мягкости звучания между буквами и ис, ис. Пробуем через твердую букву ис. Пробуем через мягкую букву иеси. И понимаем, что в обоих случаях что-то не то. Поэтому применяем палочку с точкой, нечто среднее по мягкости и звучанию, да? И звучит это очень коротко, кстати, эта буква, да? Ис, ис, ис. Но мы как бы начали ее произносить и тут же закончили. Дальше слово көрсетілмеген. Да, көрсетілмеген. Подумала, что ошиблась. Итак, как же прочитать букву О с черточкой посередине? На самом деле все довольно просто. За основу нужно взять букву Ё. И смотрите, такое дело. Когда мы произносим букву Ё, изначально мы слышим и краткую. Ё, ёлка, елка, да? Вот. Убираем эту часть, и у нас остается звук который мы и используем в казахском языке. Көр, көрсет, көрсетіл. Палочку с точкой вы же уже научились читать, да? Но если вдруг опять подзабыли, пробуем снова прочитать через букву көрсетіл, затем через көрсетіль. Ну, как-то тоже не то, да? И вот көрсетіл – та самая мягкость, которая нам и нужна в казахском языке, когда мы видим палочку с точкой. И вот смотрите, у нас стоит палочка с точкой, а вместе с ней стоит буква «Л». Так вот, когда они стоят вместе, как правило, буква «Л» читается мягко. Көрсетіл, как будто бы здесь стоит мягкий знак. Ну, можно так, знаете, где-то для себя в скобочках пометить. Дальше көрсетілмеген. В остальных слогах пишется буква Е, и здесь как пишется, так и читается, ничего не искажается. Поехали дальше. Слово өтініш. Букву я уже вас научила читать, да? Просто ее всегда легче прочитать, когда она стоит после согласной. А вот когда она стоит в начале слова, нужно прям вот немножко заморочиться, да? Пробуем прочитать через өтініш. Не то. Пробуем через Ё, но мы слышим, что все-таки изначально идет и краткое өтініш, и при этом очень мягко. А вот когда мы убираем и краткую, и у нас остается вот этот звук өтініш, өтініш, өтініш. Ну что, соединяем все вместе. Иесі көрсетілмеген өтініш. Иесі көрсетілмеген өтініш. Иесі көрсетілмеген өтініш. Ну а с вами была я, Юлия from Казахстан. Увидимся в следующий раз.